способ самовыражения человека, способ самовыражения человечества. На протяжении многих веков различные народы создают свою культуру, неповторимую и единственную в своем роде, культуру, которую важно сохранить и не потерять. Развивать лучшие традиции осетинской хореографии в Петербурге совсем непросто, но Фатима Савельевна Алдатова-Туаева в этом просто ас. Под ее руководством в ДК имени Газа живет и процветает вокально-хореографический ансамбль «Иристон». Это, наверное, все-таки традиции, обычаи, которые сформировались веками. Это выстраданные народом, выверенные варианты жизни, которые плотно сплотились с народом, и их нельзя оторвать одно от другого. Одежда также необходимый элемент культуры народа. У каждого танца не только свои неповторимые движения, но и костюм. В ансамбле очень оригинально подошли к решению этого вопроса. Сейчас на мне наряд для исполнения массового танца симт. Пара легких движений. Перед вами девушка, собирающаяся танцевать княжескую. В ансамбле учатся не только осетины, здесь можно встретить и кабардинцев, и абхазов, карачаевцев, и адыгов, даже русских. Армянский шалахо, грузинский гандаган, кабардинский танцы. Все это отлично друг друга понимаем. У нас много национальностей занимаются осетины, кабардинцы, азербайджанцы танцевали, армяне, абхазы. Вот, все прекрасно друг с другом ладят, общаемся, дружим. Никаких проблем. Самая большая трудность, это, наверное, шутки на осетинском языке, которые только мы понимаем, а остальные вот не понимают. Это самая большая сложность. В танце ребята прикасаются к культуре не только своего, но и других народов. Мы же все равно отличаемся друг от друга, мы не одинаковые. Чеченский танец, он жесткий, крепкий. Осетинский танец, он немного другой, он сдержанный. Он плавный, он характерный, в нем много. То есть то, что мы не говорим, мы внутри идет очень большая борьба. Симт можно назвать жемчужиной осетинского танца, танцем богов. Некогда юноши и девушки не могли открыто сказать о своих чувствах. В танце же они могли встретиться, вскользь прикоснуться друг к другу. В основе симда два элемента – круг и прямая линия, символы солнца и бесконечности. Это танец-молитва. И в этом танце сказано очень многое. То есть самое изначально это значит воссоединение двух людей идет по нарастающей. Девушки выходят отдельно. Мальчики выходят отдельно. Они касаются только на уровне взглядов друг друга. То есть даже не на уровне энергетики, только на уровне взглядов. Потом они обходят, делают веревочку, они уже касаются друг друга энергетически. После этого, после разрешения и поклона, они только могли взять, мальчик мог взять девушку под руку. И только после этого мог начать танцевать. Вы представляете, сколько в одном этом танце вообще сакрального? Танец, эмоции, жизнь, которую ты видишь и чувствуешь, жизнь, вобравшая в себя всю силу и самобытность не только нынешнего поколения, но и поколения наших предков. Танец, гармония, символ вечности, мира и жизни. Каждую весну ансамбль проводит собственные концерты, которые каждый раз поражают петербуржцев необычностью постановок. Публика питерская, она очень хорошо принимает и очень умеет воспринимать вот эту культуру. Принимают очень хорошо. Нет уже таких, не осталось ни одной площадки, где бы мы не выступали. Культура народа – это его история, его богатство. Изначально Петр I строил Петербург как многонациональный город, как сокровищницу различных культур.
Ансамбль «Иристон» можно назвать одной из самых крупных драгоценностей в этой сокровищнице. Хотелось бы, чтобы дружба культур еще долгие годы крепла и процветала.